значит, 24 сентября 2017 года мы, значит, впервые в истории газотранспортной системы Якутии снимаем полнометражный документальный фильм. Значит, в данный момент мы находимся в самом сердце системы газоснабжения Якутии. Это поселок Кызылсыр. За нашими спинами вы видите, значит, нулевой километр, значит, газотранспортная система, первая нитка магистрального газопровода Кызылсыр-Мастах. Дальше за этими кранами находится УКПГ-1. Это у нас установка комплексной подготовки газа со средневилюйского газоконденсатного месторождения, которое принадлежит компании ЯТЭК. Значит, мы здесь, значит, хотим показать, значит, всю газотранспортную систему от начала до города Якутска. Сейчас находимся на газопроводоотводе, который идет на город Вилюйск. Значит, это у нас кранный узел, который врезан со второй нитки магистрального газопровода Кызылсыр-Мастах. И сзади, за моей спиной, находится кран, который врезан с первой нитки. Мы сейчас находимся на базе УДТГ, это управление добычей транспорта газа. Рядом со мной Виталий Петрович Ильченко, начальник управления. Значит, участок, который отвечает управление, это у нас идет Среднетюнское месторождение со всеми промыслами. Значит, и магистральный газопровод Кызылсыр-Мастах, и от Мастаха до 47-го километра, это получается до поселка Кусугур. Петрович, расскажите пару слов про базу, про технику, про людей, сколько человек у вас обслуживает. Управление добычей транспорта газа является одним из самых молодых структурных подразделений Сахатранснефтегаза. В ведении у ДТГ находится 520 километров магистрального газопровода. Значит, это магистральный газопровод Кызылсыр-Мастах, магистральный газопровод Мастак-Берге по 47 километр, также газопровод Отвод-Вилюйск и магистральный газопровод Вилюйск-Верхневилюйск. Границы свалки получается. Мы сейчас находимся на 35-м километре второй нитки магистрального газопровода Кызылсыр-Мастах. Как вы видите, на этом участке примерно более 500 метров газопровод всплыл. Значит, независимо от того, что она была перегружена, газопровод уже поднялся и сейчас находится прямо в болоте. Этот участок линейное производственное управление ДТГ они обслеживают, мониторят. Значит, тут проблема в чем? Проблема в том, что этот участок очень тяжело будет отремонтировать при наличии двух ниток. То есть одну нитку невозможно будет остановить, соответственно, здесь надо будет какими-то превентивными мерами делать ремонт. То есть существующий газопровод, значит, полностью исследовать, полностью, значит, проверить изоляцию на адгезию и, соответственно, обваловать каким-то образом. То есть таких участков у нас, в принципе, достаточно. И повсеместная проблема вот этих моментов — это то, что при прокладке газопровода не учитывались гидрогеологические условия нахождения этих газопроводов на наших местах. То есть, соответственно, мы, когда газопровод прокладывали, мы разделили участок на две половины. Вода с одного участка не уходила, начала накапливаться, соответственно, произошла оттайка, воды все больше и больше прибавлялось, соответственно, оттайка увеличивалась, соответственно, вот этот водоем, он увеличивался. И, естественно, через последующие года газопровод просто оказался внутри, посередине болота. И, соответственно,
когда газопровод находится уже в болоте, уже начинает действовать другие воздействия на газопровод, и ее начинает выдавливать из грунта, выдавливать полностью на поверхность. Когда газопровод выдавливается полностью, она уже, как видите, уже находится в зоне промерзания. То есть зимой она будет полностью во льду, летом она полностью в воде. И когда такие процессы идут, идет разрушение изоляции. Как только изоляция разрушается, как появляется контакт с воздухом металла, начинается коррозия металла. Мы сейчас стоим возле крана 83.1. Это у нас практически локальный узел редуцирования газа, многопозиционный кран 83.1. Значит, он был установлен в 1986 году. Значит, главная его цель была в том, чтобы разделять участок от Кызылсыра до Мастаха, где условное давление проектом было предусмотрено 75 килограмм. И, значит, от Мастаха до Берге, где условное давление магистрального газопровода является 5,5 мегапаскаля, то есть 55 килограмм сантиметр квадратный. То есть в зависимости от перепада давления, который подается от Кызылсыра, этот кран должен самостоятельно отрегулировать входное давление на магистральный газопровод Мастах-Берге, не превышающее 55 килограмм. Но, к сожалению, как вы видите, с момента строительства надобности вот этого узла уже не было, так как давление от Кызылсыра подавалось не более 60 килограмм сантиметр квадратный. Соответственно, до Мастаха доходило всегда до 55 килограмм. Значит, этот кран уже, в принципе, можно сказать, морально уже устарел физически, и так таковой, как практика показывает, эксплуатация газотранспортной системы 55 килограмм, чтобы в Мастахе превышало, у нас такого нет. Соответственно, сейчас должен стоять вопрос скорее всего, о демонтаже или же о реконструкции этого узла. Мы сейчас находимся в поселке Мастах, это Мастахское газоконденсатное месторождение. Слева от нас находится установка комплексной подготовки газа от Мастаха. И с правой стороны у нас вот такие вот большие постройки в советское время, когда осваивали это месторождение. Значит, как он появился? Значит, как вы знаете, в 1967 году было запущено первое месторождение республики, это Усть-Вилюйское месторождение. С момента запуска с каждым годом стало понятно, что данное месторождение, запасы ее были изначально завышены, начались проблемы с перебоем газа, и, соответственно, советские газовики решили запустить альтернативное месторождение. Так появилось у нас месторождение Мастах. Значит, в 1982 году она уже работала уже в полную силу.
Значит, и уже где-то в районе 80-х годов уже стало понятно, что и это месторождение уже не справляется с объемами потребления газа города Якутска и пригородов. Соответственно, было запущено уже третье месторождение, это Средневлюйск, где мы вчера были. Значит, здесь кипела жизнь. Здесь кипела жизнь всего советского народа. За кратчайшие сроки было установлено ОКПГ, хозпостройки, дома, значит, общежития, прочее и так далее. И с правой стороны у меня стоит балок. Такими балками был оборудован весь рабочий поселок. Значит, в архивных съемках показано, какая мощь здесь работала. Этот период, вообще можно сказать, период, когда мы отправляли космические корабли в космос, мы осваивали новые месторождения. И это было поколение тех людей, которые строили, создавали советскую промышленность. И мы до сих пор, на самом деле, где-то процентов, наверное, 70-80 работаем за счет запасов советского периода. То есть это вот такое было поколение, когда действительно люди были как гвозди, ими можно было забивать любую стройку. На данный период развития газовой отрасли, к сожалению, некоторые месторождения уже действительно издыхаются. Как в мостах. Уже если кто-то не знает, то с 2012 года мостовское месторождение уже не подает газ в газотранспортную систему. То есть, если она в свое время дожимала, когда газа не хватало города Якутска, то сейчас в данный момент у КПГ в мостах полностью стоит. То есть, понимая это, мы уже в 2016 году, в прошлом году, запустили свою АГРС для того, чтобы газоснабжать уже сам поселок от нашей газотранспортной системы. То есть можно сказать, что мостовское месторождение уже завершило свою деятельность в системе газотранспортной системы. Мостовскую. Дай сейчас ошибку посмотрю.
От речки Джорон, это второе название Чорон, 33-й километр магистрального газопровода моста Берге-Якутск, до значит, речки Лунха, это 96-й километр магистрального газопровода. Газопровод проходит через Тукулан. Вот такие вот песчаные барханы, которые находятся посреди тайги. Как вы видите, за моей спиной оголенные участки первой и второй нитки. Хотя, несмотря на то, что мы в прошлом году их отремонтировали, сделали ремонт изоляции, засыпали, а газопроводы все равно оголились. Это происходит из-за того, что у нас барханы двигаются в сторону Лунхи, и из-за этого у нас периодически появляются оголенные участки. Мы их выявляем и, соответственно, делаем ремонтные работы. Где освещение? Нет, вот это раньше, там же А сюда.